Здравствуйте, я Туяра Алаз, и сегодня мы будем общаться с прекрасной женщиной, бизнесменом, матерью, с владелицей и основательницей компании «Оптимист» Ирина Иванова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Как у вас дела? Замечательно. Дела у нас замечательные, потому что весна на дворе. Прекрасно выглядите. Спасибо большое. Наверняка всем интересно будет, почему «Оптимист»? Кто название придумал и как появился «Оптимист» в вашей жизни? Да. Компания «Оптимист» на самом деле уже 18 лет. И начало было с нашего торгового центра «Оптимист», который был открыт в 2002 году. Но почему «Оптимист»? Потому что в переводе с латинского «оптимус» – это наилучший. Так вот, оптимист – это человек, который смотрит наилучшим образом на всю ситуацию. Да? Самый лучший взгляд, самые лучшие действия, да? То есть позитивное, наилучшее действие. То есть, несмотря ни на что, он принимает, скажем так, самое наилучшее решение, самое позитивное решение, не расстраивается. И я думаю, что на самом деле в 2002 году наш торговый центр был построен на голом оптимизме. То есть это и было единственное, наша вера в себя, наша вера друг в друга и наша вера в успех предприятия, это было единственное, что нас грело, потому что тогда не было такого опыта, тогда не было никаких торговых центров, тогда не было ничего такого, скажем, все это было в новинку. И поэтому наше название прям отражало наш настрой и наш такой, скажем, немножко авантюрную нашу такую идею, да, как это может быть, потому что никто тогда не знал, а тогда не было торговых центров, как вы помните. Но мне кажется, то, что целиком название отображает ваш девиз жизненный. Да. А кто придумал? Придумали, мы на самом деле думали очень долго и очень много, но по основным прям ключевым моментом, когда сказали, все, это будет «Оптимист», конечно, был мой супруг Иван Васильевич, потому что он пришел. Мы посмотрели на план нашего торгового центра, и он говорит: слушай, самое лучшее для нас название – это «Оптимист», потому что кроме тебя и меня и оптимизма здесь больше ничего нет. И на самом деле мы открыли торговый центр буквально троем, и все это было создано с нуля, и никто в это не верил, но мы уже работаем 18 лет. Это так веет от вас оптимизмом всегда. Это очень правильное название, я считаю. Да. Но сейчас мы очень много говорим, не только мы, да, вообще предприниматели всегда говорят о том, что только хорошее, позитивное, да, оптимистичное. Вот мы сделали, работали, трудились. Но в любом случае наиболее искренний для меня, например, запрос, когда люди делятся с тем, что они встречали какие-то трудности, сложности, преодолевали кризисы, ошибки какие-то. У вас наверняка за 18 лет скопился большой опыт. Да, конечно же, за 18 лет было очень много всего. Особенно, вы же знаете, где мы живем, поэтому огромное количество всевозможных кризисов, то, что не могло не повлиять на развитие нашего бизнеса. Но я думаю, одним из основных ошибок, которые у нас были, то, что я вижу сейчас, с учетом своего опыта, это отсутствие большого количества знаний, которым я сейчас, например, обладаю. Да? То есть сейчас мы постоянно обучаем персонал, да? Я постоянно контролирую, что и как. То есть у нас внедрено очень хорошо финпланирование. Но тот период времени, когда мы только начинали, конечно, все это было, знаете, очень интуитивно, все было, скажем так, не настолько профессионально, как сейчас. Было очень плохо развито по тем временам, то, что можно было контролировать удаленно, как-то сейчас, конечно, в этом плане намного проще, потому что существует такое данное, что контроль равно деньги. Хороший контроль означает хорошее финансовое стабильное положение. А как только ты, как владелец, например, немножко расслабляешься, ты думаешь, что да, ты преуспеваешь, ты такой весь молодец, работа, все работает, да, все процветает, и ты ослабляешь свой контроль, в этот момент наступает, скажем так, кризис для компании. В этот момент сразу же мы понимаем, что как только мы перестаем постоянно держать руку на пульсе, да, так сразу наша компания, либо наш бизнес начинает как-то вести себя по-другому. И тут влияние кризиса, плюс еще, может быть, недостаточно хороший контроль с нашей стороны приводит к тому, что огромное количество компаний за те годы, что мы существуем, уже перестали существовать, перестали работать. Но вы держитесь. Мы, да, конечно. Потому что вы еще оптимисты, я знаю. Да, абсолютно. А по каким принципам вы следуете и в жизни, и в работе? Как они пересекаются у вас?
Ну, самое основное для меня и весь мой коллектив и все мое окружение знает, это действуй. Я считаю, что, ну да, можно думать, расстраиваться, да, можно что-то там домысливать или там как бы переживать по поводу того, что сейчас кризис. Вот, например, доллар сейчас, да, у нас с вами растет. Каждый день новые новости. Да, каждый день можно по этому поводу очень сильно расстраиваться. Можно расстраиваться, бесспорно. Но приведет ли это расстройство наше с вами к тому, что мы достигнем своего результата? Вот. А для меня основной принцип, конечно же, это то, что нужно постоянно делать какое-то действие. Да? И самое основное, чем я руководствуюсь, это любое действие есть прогресс. Любое бездействие есть регресс. И если мы будем останавливаться на достигнутом, если мы не будем развиваться как личности, если мы не будем обучаться, если мы не будем обучать своих сотрудников, если мы будем постоянно расширяться, то о развитии компании не может быть и речи. Абсолютно с вами согласна. Да. Вы так тепло отзываетесь о своих работниках. Расскажите, сколько у вас сейчас в вашей большой семье оптимистов? Ну, и сколько вот компаний сейчас работает? Если взять непосредственно, кто занимается вот в Fashion Group, там 30 человек. Да? Ну, чуть больше, чуть меньше в зависимости. Вот. И мы постоянно обучаем сотрудников. То есть я беру только тех, кто готов у нас обучаться, кто готов расти. И обязательно, если это ключевые сотрудники, мы всегда прямо с ними собеседуем. И одним из вопросов есть, готовы ли вы обучаться? И люди говорят, да, готовы. Я говорю, отлично. А готовы ли вы обучаться от 2,5 до 5, до 6 часов в неделю? Если мне говорят да, я говорю, тогда вы к нам. Тогда вы с нами, и мы с вами. Прекрасно. У вас вот сейчас сколько компаний работают, магазинов имеется в виду, да? И я знаю то, что у вас вот одни из самых лучших магазинов в городе, и они все открыты по системе франчайзингу, да. И то, что они не только российские, но и мировые. Абсолютно. Как вы все это успеваете работать вот в рамках франчайзинга? Потому что я слышала, что это очень много сложностей, каких-то требований уникальных и так далее. Ну, опять же, я считаю, что чем выше требования, тем лучше мы работаем, тем больше мы подтягиваемся. Я думаю, что открывать мировые бренды – это не страшно, потому что на то и мировой опыт торговли, мировой опыт предпринимательства для того, чтобы мы могли подтянуться к самым лучшим стандартам, чтобы мы могли предоставить в нашем городе и в нашей республике товары наилучшего качества. Я думаю, что якутяне и жители нашего города достойны ходить в мировых брендах в хорошем качестве. Да? Поэтому, естественно, и магазины должны быть такими. Но одним из основных критериев того, что мы продвигаем в нашей компании, это то, чтобы покупатель, который зашел к нам в магазин, чувствовал себя максимально комфортно, чтобы он ушел от нас счастливый, чтобы он приобрел то, что действительно ему нужно. Вот. И постоянно мы работаем над этим, совершенствуемся. Ну а как уж это у нас получается, я думаю, что это покупатели могут оценить. Я сижу с вами, общаюсь, искренне восхищаюсь вашим светом, вот позитивом, энергией. И, конечно же, вы мама семейства. У вас работает столько человек, столько компаний, столько магазинов, предприятий. Быть всегда в таком энергичном тонусе, это требует, конечно, энергии. Как вы все это восполняете и как вы всегда вот так шикарно выглядите? Спасибо большое. Ну, я думаю, что сейчас многие девушки ухаживают, и женщины ухаживают за собой. Ну, для меня, например, чтобы вот все успевать и хорошо выглядеть, я бы сказала, что самый главный рецепт, лайфхак, ни для кого не секрет, это правильно планировать свое время. То есть у меня есть планы на неделю, но я же не говорю про планы на год, на месяц, на неделю. И у меня есть каждый план на день. И вот этот каждый план, который я планирую ежедневно, у меня обязательно есть, помимо работы, есть время на себя. То есть я прям планирую. Я планирую время на сон, я планирую время на обед, я планирую время на приготовление пищи, обязательно планирую время на встречи, даже чтобы с кем-то переговорить по телефону, я всегда планирую. И тогда у меня получается, что когда я весь день распланирую, да, я открываю свой планинг, и я точно понимаю, что с такого времени по такое у меня
салон, здесь у меня работа, тут у меня беседа с сотрудниками. Обязательно включаю ее в ежедневную программу, например, там беседу с ключевыми сотрудниками, да, то есть они мне тоже идут прям по списку, конечно, может быть, многие об этом не знают, но факт, да, то есть у меня есть каждый, то есть я их записываю, да, с кем мне встретиться, с кем мне пообщаться, и это позволяет очень хорошо запланировать, да, и тогда нету вот такого ощущения аврала, что ты перетрудился, что ты что-то где-то не успеваешь. Получается, что ты все успеваешь. Ты успеваешь побыть семьей, потому что это запланировано. Ты успеваешь выспаться, потому что это по плану. В общем-то, это мне очень-очень облегчает жизнь. Вот именно вот таким образом организация моего дня. Вот, и вообще. Отличный лайфхак. Вот сейчас наша страна, конечно, переживает, как говорят, от кризиса к кризису. Точно. Каждый день просыпаешься и не знаешь, что за новость тебя ожидает в интернете. Вот как эксперт, как профессионал, пожалуйста, поделитесь своим видением, то, что сейчас происходит у нас в мире и в стране. Ну, я даже боюсь давать какую-то оценку, но на самом деле да. То есть то, что доллар растет, то, что общая ситуация это какая-то неспокойная, да, конечно, это, скажем, не совсем положительно влияет на бизнес. Можно сделать большое количество неправильных решений либо выводов. Поэтому для того, чтобы оставаться на плаву, в первую очередь надо понимать свои финансовые возможности как предприятие и максимально их оптимизировать. Да? То есть убрать все лишние расходы, какие-то траты. Да? То есть четко понимать, что необходимо для того, чтобы бизнес функционировал правильно и мог развиваться. То есть не делать никаких лишних движений, каких-то не тех инвестиций, каких-то вещей, которые мы в обычной жизни себе можем позволить, да, там какие-то покупки, либо еще что-то, да, то есть максимально оптимизироваться. В целом, я думаю, что мы и не такое переживали. Да, и еще и это переживем, конечно. Я думаю, что если правильно ко всему подойти, то бывает так, что кризис даже закаляет, и выживают сильнейшие, выживают те, кто действительно смотрит на свою какую-то большую цель, тот, кто правильно организовывается в этот период времени. Поэтому кризис бывает так, что как лакмусовая бумажка, насколько состоятелен бизнес, насколько состоятелен владелец бизнеса. Ну вот поживем, увидим. Отлично. Оптимистичное такое резюме. И вы говорите, все планируете. Да. Вот давайте поговорим о планах вашей компании. Что сейчас вы запланировали, какие цели у вас и что нам ожидать в ближайшее время? Да, конечно же, как у любой большой компании, у нас есть свои цели, свои планы. Ну, в первую очередь, конечно же, я считаю, что любая компания живет только тогда, когда она развивается, когда она расширяется. И, естественно, у нас есть планы по нашему расширению, по увеличению, да. Все секреты я не буду рассказывать, но, тем не менее, каждый год у нас стоит план по тому, как расширить наш бизнес, по тому, какие курсы пройти каждому нашему сотруднику, какое обучение пройти мне. То есть есть постоянные вот такие планы, да. Они прописаны. Из ближайших планов, которые, я думаю, что воплотятся и порадуют всех наших якутян, это открытие нового магазина женской одежды «Калиста». Это российский бренд, который я с удовольствием вам представлю. Уже вот-вот, да, в торговом центре «Оптимист». И я думаю, что именно эта марка станет любимой для тех женщин, которые работают, но в то же время хотят выглядеть очень красиво, очень женственно, по-весеннему, и которые ценят очень хороший крой, очень хорошую посадку, и в то же время всегда инвестируют деньги с умом, с пониманием, что это как бы инвестиция в себя любимую, но не на один сезон, не на один раз, да, по веянию моды, а вот прям достаточно такая долгая, хорошая инвестиция. Вот для таких женщин мы открываем магазин «Калисту». Ну, я думаю, что там это будет не только для работающих девушек и женщин, но и для всех. Размерный ряд там от 42 до 52. То есть любая девушка сможет подобрать себе подходящий образ. Вот. Мне очень самой нравится эта марка, потому что прекрасно садятся жакеты. Вот даже на мой рост 1,60 м, да, прекрасно. Прекрасные по спинке, и длина рукава, и брючки, и юбки.
прям хорошо очень садится, потому что это действительно дизайнеры российские, да, отшиваются в России, отличная посадка. У них есть такая же фирма, которая называется Чаруэль. Я думаю, что те, кто слышал, то есть Калиста, есть Чаруэль, одна линейка чуть подороже, вторая линейка чуть подешевле, да. Мы выбрали более, скажем так, бюджетный вариант, потому что я считаю, что цена-качество должно быть прям определяет, вот, ну, определила наш выбор. Да, это совершенно такой разумный взгляд, потому что быстрая мода, она всегда как бы не экологичная и не экономичная, как сейчас говорится. И напоследок нашим зрителям обязательно будет интересно узнать мнение эксперта, потому что сейчас многие начали задумываться об открытии собственного бизнеса, куда идти стартаперам, на что сделать упор, и стоит ли вообще заниматься бизнесом в России? Ой, ну сразу несколько вопросов. Ну, в первую очередь, конечно, я считаю, что бизнесом в России стоит заниматься. Вообще, если действительно человек хочет заниматься бизнесом, да, то значит, у него есть какая-то идея, есть какая-то цель. А если у нас с вами есть какая-то цель, и мы действительно ей горим, и в душе эта цель нас греет, да, то нет никаких преград для того, чтобы это не сделать. Я вообще считаю, что сейчас удивительное, просто невероятное время для того, чтобы что-то как-то самореализоваться, как-то развиваться. Другое дело, что необходимо для этого знания. Что я могла бы посоветовать для того, чтобы открыть и начать какой-то бизнес, да, это, конечно же, нужно обучаться. Обязательно нужно быть более компетентными. Да, как раньше, знаете, когда мы начинали в 90-х, там поехал, привез, и продадут. Сейчас уже так вообще не годится. То есть сейчас нужно действительно быть более грамотными. Необходимо изучить, что, в какой области. Если мы хотим открыть салон, допустим, красоты, то максимально узнать, что там с салоном, как там, да, как рынок, найти там каких-то специалистов, послушать. Сейчас очень много информации. Да? Если мы хотим открыть магазин, нужно понимать, какие там затраты. То есть вот внутри вот это вот нужно обязательно знать. Плюс ко всему, я бы всем порекомендовала пройти какой-нибудь курс по финансовому планированию. Потому что финансовое планирование – это основа всего. Мы можем хотеть все, что угодно, но если мы неправильно распоряжаемся финансами, и на первую выручку мы покупаем себе джип, да, либо квартиру, что тоже очень похвально, да, то развитие бизнеса, как правило, на ранней стадии, на период как бы становления его не будет. То есть вот обязательно мы должны понимать, как это сделать, что такое финансовое планирование, каким образом организоваться так, чтобы компания твоя процветала. Да, для этого все-таки нужны знания. Да, если у нас нет там финансового консультанта, если мы там кто-то нам там не инвестирует, если мы сами хотим, например, открыть салон там по наращиванию ресниц, то нам надо хотя бы изучить, что это такое и как поступать с деньгами, где их взять и как их инвестировать, чтобы потом не говорить: ай, не получилось, ай, кризис. Вот чтобы не было и такого. Доллар еще. И доллар еще, да, то есть чтобы вот эти все внешние факторы на самом деле на нас не влияли. Если правильно организоваться, бизнес можно организовывать в любое время и в любых ситуациях. Спасибо большое за столь позитивную, оптимистичную беседу. Желаю вам успехов, еще больше развития, чтобы у вас все получалось, и чтобы больше получали дозу оптимизма от ваших творений. Спасибо вам большое, спасибо огромное за интервью, спасибо большое, что пригласили. Отдельно хотела бы поблагодарить наших любимых друзей Лукиных, Нергустану Ивановну и Иннокентия Ивановича за столь прекрасное предоставленное нам помещение, потому что действительно я считаю, что ресторан «Аврора» — это украшение нашего города, просто жемчужина во всем ресторанном бизнесе. Приятно, хорошо проводить время и встречаться с друзьями. Большое спасибо.